Привет, друзья! Я пришла с тренировки, была за продуктами. Пока я сделаю вам распаковку, я вам расскажу, почему все-таки правильно питаться критически важно. Я знаю, что вы очень быстренько все ответите, но это понятно для того, чтобы быть здоровым, для того, чтобы насыщать свой организм белками, жирами, углеводами, чтобы все наши процессы работали правильно, потому что со временем мы все изнашиваем наши ресурсы, и их нужно восполнять извне. Это мы все знаем. Но очень важно еще, когда мы понимаем, из чего мы состоим и что мы должны дать своему организму. Вот когда у нас есть это понимание, нам проще прийти к правильному питанию. Ну что, моя распаковка. Первое, зачем я захожу в магазин, это клетчаткой. Я зелень, морковку. После клетчатки, овощей, фруктов я иду к белку. Белок в этот раз у меня куриная грудка, печень. Буду делать паштет из печени. Так, и что еще? И креветки. Далее углеводы. У меня рис. Так, вот еще белок, творожный сыр, творог. И еще на десерт у меня всегда есть. Если на случай я не успеваю готовить себе папашные десерты, то я могу себе позволить магазинную сладость, это зефир. Чем хороший зефир, что он не содержит жиров. Здесь есть сахар, здесь есть белок, но жиров он не содержит. Поэтому сильно и фигуре не повредит, и вашему здоровью не повредит. Это тот самый случай, когда можно себе позволить магазинную сладость, ну, не раз в неделю, да, скажем так. В общем, схема такая: 80% у нас полезные продукты, 20% у нас пищевой мусор. Да? Зачем нам все это надо? Наше тело – это физическая оболочка организма, состоящая из разных органов, тканей, клеток, жидкости. И вот все это мы должны восполнять, особенно с возрастом. Если так уж тоже научно доказано, что до 40 лет у нас еще есть ресурсы, то после мы обязаны все это восполнять. Наши мышцы, наши ткани, наши органы, в первую очередь, все питаются белком. Поэтому ключевой продукт нашего питания должен быть белок. Чтобы белок усваивался, нам нужна клетчатка. Да? И потом уже, чтобы была энергия, нам нужны углеводы. И если все это мы не даем нашему организму, он переходит на режим выживания, да, и берет оттуда, откуда ну, практически нету, да, или есть совсем чуть-чуть. Что происходит? Мы начинаем сразу чувствовать усталость, апатию, нет энергии, затем уже идет заболевание наших органов, нашей костной системы, и все это в связке идут к ухудшению здоровья. Мы сразу что делаем? Бежим к врачам для того, чтобы нас вылечить. Но на самом деле, что нужно делать? Менять свой образ жизни. Это критически важно, еще раз подчеркну, для того, чтобы мы жили в здоровом и функциональном теле. Я давно уже привыкла, я освоила урок, что на свою тарелку нужно смотреть по принципу, что полезного я даю своему организму. Какие нутриенты, какие питательные вещества я даю своему организму. Что хорошего я делаю сегодня для своего организма. Для того, чтобы он завтра меня благодарил, и мне было комфортно, удобно и здорово в нем жить. В общем, здоровое питание – это не временная диета, это образ жизни. Гарантирую вам, что вам будет так, не то что легче, удобнее и комфортнее жить, но вы станете намного счастливее в своем новом доме. Надеюсь, хоть кого-нибудь я убедила, что правильно питаться. Это необходимо, это критически необходимо для нас. Я это слово часто говорила в этом видео. В общем, если нет, то обязательно к этому придете, я уверена, рано или поздно. А я иду готовить себе ужин для своей семьи из здоровой тарелки, которая содержит белки, жиры, углеводы, клетчатку. Трапезу мы начинаем с чего? С клетчатки, правильно. Будьте здоровы, друзья.